Сегодня в повестке дня обсуждается, в частности, улучшение социальных условий в Таджикистане. Так как в Таджикистане на данный период времени жизнь, мягко говоря, не очень хорошая. То есть, поясняя, могу сказать, что нет работы, нет элементарных социальных условий, и мы вынуждены выезжаем за границу Таджикистана, зарабатывать. В Таджикистане, это ни для кого не секрет, что сейчас там идут притеснения так называемых инакомыслящих. Сотрудники силовых структур, можно сказать, просто глушат, просто закрывают тех людей, которые заявляют о своих элементарных правах. Могу привести один самый яркий пример – это облавы. Облавы в Таджикистане, когда сотрудники военных комиссариатов просто разъезжают по улицам и без объяснения, нарушая все мыслимые и немыслимые права человека, сажают молодых людей в машину, везут в военкомат и их пробивают. Если он не служил, вот силой отправляют. То есть в период военного призыва молодежь, которая не хочет служить по тем причинам, потому что его семья будет голодать, если он служить пойдет. Армия денег не дает. И он должен уехать в Россию, чтобы зарабатывать. И они вот такими способами как бы армию как-то поддерживают. Здесь собрались люди, в основном оппозиция, оппозиционные движения. В основном люди, да, то есть многие, здесь все больше не хотят жить в таких условиях. Не хотят просто, потому что мы уже 23 года, да, вот на протяжении стольких лет мы уже живем вот в немыслимых условиях. В 2008 году, если многие из вас помнят, был гуманитарный кризис в Таджикистане. Дети, то есть умирали в своих люльках от холода. И также, отойдем тогда в миграцию, когда наши сограждане умирают, посольства, консульские службы не принимают никаких участий в отправке этих людей на родину, только гражданские сами, то есть инициативные ребята сами собирают деньги в основном и отправляют. Замечу, в основном. Корень зла, вы видите, вот персона, это президент Таджикистана, я правильно понимаю? Корень зла, в принципе, это вся система, которую он создал. Я не скажу, что именно он виноват. Система, которую создал он, это повальная коррупция в Таджикистане. Это, в частности, торговля людьми. Есть такое.